В конце лета наша компания, это фонд «Память Побед», приступила к созданию полнометражного художественного фильма под названием «Возвращение Мендыша». Это совершенно потрясающая история, которую нам когда-то рассказала Гульнара Клара Самат, человек известный в Кыргызстане, и в России, и везде, о судьбе, о подвиге, о гибели и возвращении на родину киргизского солдата Мендыша Амуралиева. Это реальная история. И в художественном воплощении он стал как бы собирательным образом вот тех киргизских бойцов, которые погибли во время Великой Отечественной войны под Оржевом. Ржевская битва, она известна, это была страшная мясорубка. И там многонациональная наша Красная Армия воевала, и народы всех республик Советского Союза принимали там участие. И только под Оржевом погибло 17 тысяч киргизских воинов. И Мендыш наш, он стал как бы собирательным образом вот тех бойцов, которые остались там под Оржевом у нас в России. Картина эта 20 ноября мы приступаем уже к съемкам. Сниматься кино будет и в России, и в Кыргызстане. В Кыргызстане ближе к весне. А сейчас вот в ноябре и в декабре, когда шла битва Ржевская, будет сниматься в России первая часть, вторая уже в Киргизии. И сама эта история, она совершенно фантастическая, хоть и реальная, потому что когда наши поисковики ржевские подняли останки Мендыша, очень долго не могли его опознать. Но им очень хотелось, нашим поисковикам, найти, они пытаются всех найти родственников, всех, кого они поднимают, да, погибших бойцов. Там, там огромное количество людей лежит в этих ржевских полях. Такая деревня Погорелки под Оржевом, где вот очень много погибло киргизских воинов. И очень долго не могли опознать и найти близких. И поисковик Виктор Морозов, который этим занимался, вот у него было такое чувство, что очень хочет вот именно этот солдат вернуться на родину. Вот он сам нам это рассказывал. Мы будем снимать и документальный фильм о фильме, о том, как это все случилось в реальности. Вместе с художественным они будут, эти два фильма. И он упорно искал, и в результате, значит, он нашел поддержку у киргизского посольства, и у наших. И был найден и опознан этот человек, и его останки были торжественно переданы в Кыргызстан и захоронены в селе Кзылсай в Таласе. Мы там были, там сейчас музейная экспозиция, посвященная Мендышу Амуралиеву. Там памятник ему стоит, односельчане все нас встречали, все, конечно, очень хотят, чтобы этот фильм, и документальный, и художественный, чтобы они были сняты. И очень большую поддержку нам оказывает Киргизия в этом. И съемки здесь будут проходить очень такие яркие, с довоенными эпизодами жизни, да, вот тех бойцов, которые потом ушли на фронт. Огромную поддержку нам и благословение дал Камчибек Кадыршаевич Ташиев, поскольку он является еще и именно его идеи, его усилия лежат в основе памятника, который установлен в Оржеве кыргызским бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник открывал президент Кыргызстана, и наши представители нашего, значит, руководства принимали участие. Этот памятник стоит благодаря его усилиям. И мы тоже очень рады, что он поддерживает идею создания этого фильма. И очень рассчитываем на то, что он будет. К нам вот недавно, буквально несколько дней назад, приезжали на Мосфильм кыргызские артисты на пробы, которые будут пробоваться и сниматься не только в главной роли, но не только главного героя ищем, но и тех, значит, ребят, которые будут сниматься в кыргызских сценах здесь. Очень надеемся, что зрителям понравится наш фильм, потому что к 80-летию Победы он создается, посвящен 80-летию Победы. И вот сегодня, когда открывается парк дружбы регионов России и Кыргызстана, мы приехали сюда, чтобы тоже принять в этом участие и обрести необходимую поддержку для такого серьезного кинопроекта. Вообще-то по последним пробам у нас определился артист кыргызский, который главную роль Мендыша играет. Но пока это коммерческо-творческая тайна. До какого-то времени, когда начнутся съемки, конечно, все это пойдет в прессу, и все узнают,
кто в главной роли и в других ролях будет сниматься. Там есть главный герой русский парень, современный парень, и кыргызский парень из 42 года. Такая интересная у нас конструкция получилась у фильма. Мы планировали дать первую премьеру в мае 2025 года, в канун празднования 80-летия Победы. А массовый прокат, скорее всего, начнется в сентябре, потому что летом у нас в кино мало кто ходит. Ну вот, а в сентябре народ возвращается в кинотеатры, а нам нужно, чтобы как можно больше. Я знаю, что фильм будет показан во всех странах бывшего СССР, и за рубежом тоже есть большой интерес к этому фильму. Это полнометражный фильм, 90 минут. Он будет делаться для кинотеатрального. Сначала пройдет в кинотеатрах, потом на телевидении, на платформах, на телевидении, везде он будет.